Так, вот, братья, продолжается реконструкция мечети селения Гази-Гумук. Вот такой купол красивый наши братья строят. Дай Аллах им всем здоровья, те, которые помогают, участвуют в этом благом деле. Это большой милость Аллаха. Сейчас с другой стороны тоже покажем. Вот такая красота здесь. Золотой купол в центре Гази-Гумука. Вот, алхамдулилля. Здесь такого озера здесь. Иншаллах, я думаю, эту площадку тоже здесь надо убрать, это тоже и назвать площадь имени Сурхай-хана. Возрождение вот идет Лаки ислама и история Лаки возрождается. Алхамдулилля. Хвала Аллаху. Сейчас мы зайдем внутрь, тоже посмотрим. Караван-сарай. Люди, которые приезжали сюда, раньше кого дома не было, вот здесь останавливались. О, здесь только вот тоже убрали. Ремонт. Пока много земли убрали отсюда. Вот здесь уже люди уже намаз делают. Такое место. Тут раньше был тоже омовительный. Интересное место здесь. Тоже возрождает. Свет пока нету. Вот кто не знает, вот такая старинная здесь. Это уже лет 300 назад тому было построено. Здесь кипела жизнь, это столица. Город Гази-Гумук, она называлась старину. Вот такая красота, дорогие братья. Исторический памятник живой, который восстанавливается. И обратно выходим отсюда. И тут в центре Гази-Гумука поворачиваем наверх и видим эту красоту, которая здесь создается. Мы находимся на краю Гази-Гумукского озера у мечети. Многие из тех, кто проходил мимо, никогда бы не подумал, что это мечеть. И хоть вид у нее неприглядный снаружи, зато внутри нам открывается былая красота и удобство внутренних помещений, которым 286 лет. Построил ее Сурхай-хан, сын Гирея, согласно надписи на камне стены, который сегодня хранится в Махачкалинском музее. Из надписи следует, что построил ее в 1726 году Сурхай-хан I. Сегодня трудно встретить человека, кому неизвестно имя этого героя, который воевал с Надыр-шахом за свободу народов Дагестана, а также имена его сыновей Муртаза Али и Мухаммада, о которых немало сложено сказаний и песен в народе. Надо отметить, что за 286 лет мечеть хорошо сохранилась. Во времена воинствующих атеистов здесь был продуктовый склад, а для удобства было сделано отверстие в верхней ее части. В это отверстие засыпали картошку и другие продукты. Для этого ее и сделали в советские времена. Невооруженным глазом видно, что строение неплохо сохранилось. Однако реставрация необходима. Прошло почти 300 лет со дня постройки, но все сохранилось в хорошем состоянии. Справа от меня небольшой проход во внутреннее помещение с проточной водой и бассейном для малого и большого омовения. Когда бассейн наполнялся, вода уходила по желобу в озеро. К сожалению, его тоже засыпало. Также в мечети хорошо сохранился михраб имама для совершения молитвы. По рассказам мечети была еще одна комната для ночлега путников и других людей. Также здесь можно было приготовить еду. Некоторые аксакалы помнят большие казаны, которые они видели здесь в детстве. Если смотришь с улицы, у мечети вид, как у полуразрушенного дома. Однако, когда заходишь внутрь, совершенно другая картина. После того, как мы многое узнали об этой мечети, в каком виде она находилась прежде и находится теперь, о том, что построена она была Сурхай-ханом I, известного не только лакцам, но и по всему Дагестану, а также далеко за его пределами.
Нам бы хотелось отремонтировать ее, а сделать предстоит много. Поэтому всем, кто хочет внести свою лепту, кто не хочет стоять в стороне от этого поистине благородного дела, просим отозваться. Силами одного села это сделать трудно. Рабочая сила есть, но нет специалистов-реставраторов, нет финансовой составляющей, без которой становится затруднительным любое дело. Мы призываем всех, сообща, кто словом, кто делом, кто стройматериалом, объединиться и вместе начать работу по реставрации, чтобы в скором будущем здесь можно было, сделав омовение, совершать коллективные молитвы, как это делали наши прославленные предки.